Согласно законным основаниям, оформить компенсацию расходов на уплату взносов на капитальный ремонт имеют право одиноко проживающие неработающие граждане, достигшие 70 лет, или проживающие в составе семьи, состоящей только из неработающих граждан пенсионного возраста. Есть еще одно условие предоставления компенсации за капремонт. Если заявитель, например, является получателем ежемесячной денежной компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг или является получателем субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, либо других мер социальной поддержки по ЖКУ, то у гражданина появляется право выбора. То есть право выбора между компенсацией по оплате за капитальный ремонт и получаемыми мерами социальной поддержки. То есть одновременно на 2 льготы гражданин права иметь не будет. Что касается размера компенсации, то и здесь есть свои нюансы. Одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим 70-летнего возраста, будет предоставлена компенсация на оплату капитального ремонта в размере 50%. Гражданам этой же категории возраста 80 лет в размере 100%. Однако стоит учесть, что данные новшества не предусматривают компенсацию платы за капитальный ремонт по ее фактическому размеру. Для определения размера компенсации учитываются региональные стандарты нормативов жилого помещения и минимальный тариф взноса за капитальный ремонт. В настоящее время минимальный тариф взноса за капитальный ремонт составляет 5 рублей 20 копеек за квадратный метр для домов этажностью до 6 этажей включительно. Если же это дом 9-этажный, тогда за квадратный метр минимальный тариф составляет 5 рублей 80 копеек. Региональные стандарты утверждены для одиноко проживающих – это 33 квадратных метра, для семьи, состоящих из 2 человек, по 21 метру на каждого и из 3, соответственно, по 18. Оформление компенсации на оплату взносов за капремонт носит заявительный характер. Для этого необходимо обратиться в городской филиал Республиканского центра социальной поддержки населения, расположенный по адресу Пионерская, 44. При себе необходимо иметь следующие документы. Это паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя, и также членов его семьи при их наличии. Далее документ, подтверждающий собственность на жилое помещение, квитанцию по оплате взноса за капитальный ремонт за предыдущий месяц или за текущий месяц при обращении, и также трудовую книжку на заявителя и на членов его семьи при наличии. Подать заявление на получение компенсации можно до конца года. Выплата будет назначена за весь предыдущий период, начиная с 1 января и до конца 2016 года. Луиза Мустафина, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.